Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени Макарина Тухватшина представляет виртуальную озвученную книжную выставку «Северные Амуры в Отечественной войне 1812 года». И в Москве бывали мы, и Париж видали мы, и захватчика француза хорошо бивали мы. Из башкирской народной песни «Любезар». Войска Наполеона вторглись на территорию Российской империи в июне 1812 года. Поводом стал отказ Александра I от активной поддержки континентальной блокады против Великобритании. Первые 3 месяца российские войска отступали, и 2-14 по новому календарю сентября отдали столицу государства без боя. Оккупация продлилась вплоть до 8-20 октября того же года. Уйти из разоренной Москвы Наполеон вынудила необходимость кормить армию. Полностью изгнать французские войска из Российской империи удалось в декабре. Выставку открывает энциклопедия «Военная история башкир» Уфа. Башкирская энциклопедия, 2013 год, которая посвящена многовековой военной истории башкирского народа. В книге показано участие башкир в войнах и походах России, которое нашло отражение не только в исторической науке, но и в произведениях фольклора, литературы, изобразительного театрального искусства, музыки и кинематографии. На странице 109 дана справочная статья Рахимова «Взятие Парижа», 1814 год, где принимали участие 1-й башкирский полк команды 4-го и 5-го башкирских полков, позднее 9-й башкирский полк. На страницах 280-284 дана развернутая статья Асфандиярова и Рахимова «Отечественная война 1812 года». Даны 2 карты участия башкирских полков в Отечественной войне 1812 года и изгнание французской армии в 1812 году. Книга Анвара Асфандиярова «Есть история у дедов» Уфа, 1996 год, представляет собой сборник рассказов на башкирском языке об истории Башкортостана, который будет интересный для учащихся студентов и всем интересующимся историей родного края. Мужеству башкирских солдат во время Отечественной войны 1812 года посвящен раздел на странице 117 «И Париж видали мы». Эта книга также представлена на нашей выставке на одном диске и флеш-карте. Документальная, богато иллюстрированная книга Асфатуллина «Северные Амуры в Отечественной войне 1812 года» рассказывает о многовековом боевом содружестве башкир и русских, особенно ярко проявившемся в годы Отечественной войны 1812 года. Автор для раскрытия темы использовал широкий круг опубликованных и неопубликованных источников, значительная часть из которых впервые вводится в научный оборот. Тексты сопровождаются документами, рисунками, фото, картами и, конечно же, новыми именами и фактами. Насыщенность иллюстрациями дает возможность легко прочесть научно-популярный текст широким слоям читателей. В аудиокниге Рамиля Рахимова «1812 год. Сражаясь с Наполеоном», народы Башкирии в российской армии на основе архивных источников рассматриваются вопросы, связанные с участием в войне с Наполеоном в период 1807-1814 годов частей регулярной армии и национальной конницы, сформированных в Башкирии. Аудиокнига представлена на одном CD-диске. В фотоальбоме автора-составителя Рамиля Рахимова «И Париж видали мы», Уфа, Китап, 2012 год. В репродукциях картин и гравюр художников XIX-XXI веков представлено участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 и заграничном походе 1813-1814 годов. В ретроспекцию вошли произведения художников, свидетелей событий наполеоновской эпохи, а также современных авторов. Репродукция картин помогает воссоздать колорит той эпохи, уточняет наше представление о прошлом. Широкое отражение в картинах художников нашла тема героической удали башкирских воинов. Лаконично и емко передана атмосфера народного единения и готовности к защите своей родины.
Одна из глав фотоальбома посвящена башкирскому фольклору. В нее вошли исторические предания, песни и поэты. Сборник Айрата Кубагушева «Песни северных амуров» содержит образцы музыкального и поэтического творчества башкирского народа, посвященной тематике Отечественной войны 1812 года, в которой активное участие принимали 28 башкирских конных полков. Книга является научно-популярным изданием и адресована для массового пользования. Необычная книга для детей школьного возраста «Как Елгыр с Наполеоном воевал» представляет собой историю в картинках. Автор текста, писатель Юрий Горюхин, написал ее в сказочном, былинном стиле, найдя место и для интриги. Каждое слово работает на образ главного героя, чье имя с башкирского языка переводится как «быстрый», «шустрый», «проворный». Показана и его верная спутница Асылбекар, которая помогла мужу в трудную минуту. Звучат в повествовании юмористические нотки. Художник Айгуль Барамгулова создала для книги около 200 рисунков и их фрагментов, позволяющих в динамике показать героическую историю участия башкирских воинов в сражениях с Наполеоном. Она постаралась сделать узнаваемый образ исторических деятелей Кутузова, Наполеона, Дениса Давыдова, а башкир изобразила так, как на старинных гравюрах «Северные Амуры» с колчанами стрел. Комплексная книга с рельефно-графическими иллюстрациями детям об Отечественной войне 1812 года подготовлена коллективом Республиканского музея боевой славы и издана в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых в 2018 году в одной книге в брайлевском формате. Главный герой книги – волчонок, и в рельефной графике представлен его образ. Книга адресована для детей, которым только предстоит изучение истории в школе, и она поможет рассказать ребенку о героизме народов России, об участии башкирских полков в Отечественной войне 1812 года. Главным итогом войны стало изгнание Наполеона из России и уничтожение Великой армии. Наполеон потерял в России, по подсчетам военных историков, около 580 тысяч солдат. Народы России и ее армия, проявив героизм и мужество, освободили свое отечество от иноземных захватчиков. Поражение Наполеона в России стало толчком к освобождению Западной Европы от наполеоновского господства. Спасибо за внимание.